мне хочется узнать, как можно одеваться каждый день. О, круто! Сегодня как раз об этом мы и поговорим. Это Настя, А это Аня. и мы ведем передачу Я девочка. Поехали! И сегодня мы поговорим со стилистом Оксаной Акимовой, Которая расскажет нам, какую одежду нам нужно подобрать. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в такой прекрасный день, в таком прекрасном зале. Нам тоже. Оксана, я очень люблю яркие цвета, но не знаю, как их правильно сочетать. Хороший вопрос. Каждая девочка в твоем возрасте наверняка хочет быть яркой и заметной. Согласна? Да, согласна. Давай посмотрим, что же, по-твоему, яркое? Скажи мне, пожалуйста, вот в этом цветовом круге видишь ли ты какой-то яркий цвет, который бы тебе хотелось использовать в своем гардеробе? Да, это желтый, все цвета. Все цвета яркие? Ну, представь, если ты оденешься во все цвета, Яркие, да. что это будет? Желтый, Давай выберем с тобой. желтый-зеленый, так, оранжевый, желтый и красный. То есть твои любимые цвета – это желтый, желто-зеленый, оранжево-красный и просто красный. Да. Попробуем мы с тобой разобраться, сможем ли мы их сочетать в одном костюме, в одном комплекте, который бы ты купила сегодня. Для этого нужно понять, соответствуют ли они определенным требованиям. Это цветовой круг для того, чтобы использовать конфигурацию цветов в своей одежде. Цветовой круг можно разделить на несколько фигур. Вот видите вы здесь? Кто из вас знает, что такое равносторонний треугольник? Ну, есть такой, да? Это треугольник, который в этом цветовом круге имеет вот такое вот окончание, да, треугольника, и его стороны все, получается, одинаковые. Хорошо. Тогда берем твой цвет, например, желтый. Давай мы его возьмем. Вот, желтый цвет. И посмотрим, согласно этому, какие еще два цвета можно будет использовать в одном комплекте. Яркий, один желтый. Нужно будет тебе разобраться. Если главный цвет у тебя будет желтенький, он будет яркий, акцент, ты к нему должна подобрать два цвета. Всего лишь два. Мы договорились с тобой, что мы 3 будем использовать. Так вот, к желтому нужно будет выбрать еще 2 цвета. По признаку равностороннего треугольника. Вот сюда мы смотрим, где будет еще следующий. Желтый, оранжево-красный и сине-фиолетовый. Так, давай двигать. Берем твой оранжево-красный, да, и тот фиолетово-синий, который ты назвала. Получится ли у нас равносторонний треугольник? Сможем ли мы их так сочетать? Нет. Нет. Давай поищем тот точный цвет, который попадает. Нужен сине-фиолетовый. Так, желтый, ты говоришь синий-фиолетовый, а третий какой? И оранжево-красный. Оранжево-красный. Еще раз показываю пальчиком. Желтый, оранжево-красный и синий-фиолетовый. Получается ли у нас равносторонний треугольник? Тебе не кажется, что вот здесь вот больше пространства и здесь больше, а здесь они близко находятся? Равносторонний – это когда расстояние между вершинами треугольника на одинаковых расстояниях. Многие девочки, думая, что так легко разобраться в цветоведении, подбирают все, что у них есть, похожее на тот цвет, который им кажется, что сочетается. Запутала, правда же вас? Давайте разберемся очень просто. Равносторонний треугольник, если мы берем за основу желтый, будет иметь 2 цвета. Это ярко-красный и ярко-синий. Согласны? Получился треугольничек? Да. Получился. Так вот, мы с вами взяли самые главные цвета из цветового круга. Самые главные. Главных всего 3 цвета. Это желтый, красный и синий. Ну, помните фломастеры свои, карандашики? Вот если нет этих 3 цветов, то цветоведение у нас и гаммы, и одежды просто не получится. Ну да. Потому что все остальное получается благодаря смешиванию главных цветов. Посмотри, пожалуйста, Настя, от желтого бежим к красному. Это будет желто-оранжевый, это будет уже оранжево-желтый, это будет оранжевый, оранжево-красный, красно-оранжевый и красный. Они между собой, как из одного произошли, слияние с другим. Вот они все вот эти, они между собой сочетаются. Дополнительные цвета
от одного желтого или дополнительные цвета от одного красного. В зависимости, куда мы бежали, от красного разбавляли к желтому или от желтому к красному. Но мы с тобой поставили сложную задачу. Мы хотим сочетать 3 цвета. Здесь мы говорили с тобой о 2, правильно? Вот 2, 2, 2. Или все вместе. Потому что они все однородные. А мы говорим о том, что нам хотелось бы еще добавить какой? Синий. Синий. Так вот, если мы добавляем вот эти 3 главных цвета, то уже все остальные цвета очень будет трудно между собой сочетать. Здесь можно будет сочетать только вот таким вот образом. От желтого к темному, видишь, смешивание с черным. От красного, сейчас я подвину, к темному, смешивая черный. Вот они будут сочетаться. И от синего к черному. Если мы возьмем вот отсюда вот вторую, отсюда тоже вторую, то они между собой будут сочетаться. А если мы возьмем отсюда с третьей красную, отсюда вот темно-синюю, отсюда от желтой любую тоже, или желтую, или вот эти переходящие, они тоже будут сочетаться. Почему? Потому что они здесь по принципу равностороннего треугольника. Сочетаний очень много. От синего к красному все цвета, 2 любых цвета берешь, любые 2, они будут между собой сочетаться. Потому что они переходящие. Мы брали 2. Один, например, синий взяли, другой взяли красно-фиолетовый. Любой из них. Здесь, например, мы взяли красно-фиолетовый, здесь взяли любой из красных. Вот этот цветовой круг – это великолепная подсказка для тех, кто только хочет начать изучать цветоведение и подбирать одежду по цветам. Вот, например, давай разберем какой-нибудь из ваших гардеробов. Настя, ты согласна быть первой сегодня? Угу. Согласна? Вот у тебя такое красивое сочетание. Скажи, пожалуйста, вот в этом цветовом круге есть черный цвет? Нет. Нет. А в твоем сегодня наряде есть черный цвет? Да. Да. Как называется этот цвет? В каком образе ты его преподнесла вот в твоем наряде? Что это такое? Черное, что это? Кружочек, горошек или, может быть, еще что-то? Как ты думаешь, кружочек это или горошек? Вот что тебе роднее? Горошек. Правильно, горошек. Почему это не кружочек? Потому что в ткани, когда появился вот такой вот кружочек, черный или другого цвета, ему сразу дали название «ткань в горошек». У тебя на сегодняшний момент самый модный принт. Представляешь? То есть ты даже сама не знала, что ты сегодня модница. На весну 2021 года для девочек твоего возраста очень будет модно иметь именно такого размера горох в одежде. О, класс, то, что я попала в тренд. Я так люблю розовый. Шикарно. Розовый у тебя уже есть. А теперь попробуй использовать то, чего еще у тебя нет. Ты любишь цветы? Да. Вот цветы в этом году очень актуальны в нарядах девочек. Посмотри, какое шикарное платьишко с красивым воротничком, переходящим в бант. Я вижу, что у вас такого еще нет на вас. И вот такие цветочки будут очень модно не только в платьях, но еще и в аксессуарах. Знаете, что такое аксессуары? Да. Да. Отлично. Перечислите мне, пожалуйста, аксессуары, которые вы знаете. Я думаю, аксессуары это сумочки, браслеты, кольца, сережки. Настя, твое мнение? Я думаю, аксессуары это цепочки, всякие браслеты. Хорошо. На мне есть аксессуар? Да. Да. Есть. На тебе есть сейчас аксессуар? Это серьги и очки. Есть. На тебе есть аксессуар? Серьги и цепочка. Отлично. Вы такие умницы, вы все знаете. Но их тоже надо подбирать. Так вот, второй тренд, который я сегодня озвучиваю для девочек вашего возраста, это модные аксессуары. И они должны быть в принтах и в сочетаниях такие же, как, например, ваша одежда. Если одежда в цветочек, то у вас могут быть цветы, как украшение. Например, заколочка, цветочек, или сумочка с цветочком. Или, может быть, вы просто сами сделаете себе какую-то брошечку из сухоцвета, похожего на это сочетание. Согласны? Да. Да. Итак, мы переходим с вами к сочетаниям несочетаемых.
Но для этого у нас есть великолепная коллекция одежды от компании Faberlic. Вы знакомы с этой продукцией? Да. Да, Что-то у вас есть из одежды Faberlic? есть. Есть. Отлично. Вот у меня замечательная книжка, по которой можно разобраться. Это весна 2020 года. Весной 2020 года было очень много модного. Но, к сожалению, и девочки, и женщины не особо воспользовались этими нарядами, потому что сидели дома. Но на 2021 год, я думаю, то, что в ваших загашниках оказалось, вы можете применить. Итак, перейдем к модным цветам. Модные цвета представим на нашей вешалочке, которая представлена здесь. И я вам назову третий тренд. Это принт, называется тай-дай. И здесь мы будем переодевать из вас кого-нибудь. Кто поднимет руку первый и скажет, что он хочет быть первой моделью? Я. Поехали! Вот это называется принт тай-дай. И мы сейчас вас преобразим. Какие классные девочки. Так, ты такая вся розовенькая. Тебе не хочется немножечко разбавиться? Нет? Ты себя комфортно чувствуешь розовым? Да. Шикарно. А в этом принте на заметочку. Одежда должна быть в одном стиле, но цвет принта не должен злоупотребляться. То есть его не должно быть много. Здесь получается у нас немножко слегка перебор. Поэтому мы сейчас кое-что сделаем. Хорошо. Настя, шикарная одежда. Даже кроссовки немножко сочетаются вот с этим сочетанием. Посмотри, да, тай-дай и такие оттенки синего, желтого, переходящего в охристый, и коричневого, переходящего в бордовый. И кроссовки тоже. Но сейчас хочу тебе посоветовать один тренд сезона. В этом году, весной и летом, всем девочкам на ушко нужны белые кроссовки в тренде 80-х или кеды. Они не должны быть на широкой подошве. Обычные, почти спортивные, но чисто белые. Договорились? Мгм. Вы преобразились. Сегодня Настя стала у нас маленькой Золушкой. Золушкой, которая немножко длинные рукава. Но это тоже тренд. Имейте в виду, что длинные рукава или пышные рукава – это тренд весны 2021 года. Не стесняйся, если тебе рукава длинные. Еще один тренд вам на заметочку – это многослойность. Когда ваши толстовочки, худи или свиншоты вы одеваете не только поверх, но и на свои бедра. Так. Многослойность. Несколько. Можно одеть еще одну футболку. Если бы принт был другой, то мы могли себе позволить несколько футболок друг на дружку. Одну, например, как маечка или как топик, а другую просто как футболка с рукавами. Длина. Тренд. Длина у девочек или чуть ниже колен, или чуть выше колен. Если миди, длинная длина, то это не в этом наряде. Этот наряд на каждый день. Итак, вы проснулись, да? Сегодня у вас почти вечеринка, но это домашняя, уютная. Согласна? Тебе комфортно в этой ткани? Ты чувствуешь ее мягкость? Это тоже тренд этого года, когда девочкам очень приятно носить эту одежду. А как тебе вот с твоим украшением и сочетанием изумрудного, нежного, мятного и розового? Нравится? Да. Ты похожа на маленькую барышню, которая из сказки, то есть какая-то фея у нас сегодня. Если ты такая вся домашняя и готова помогать в этом наряде даже маме, то ты скорее готова с мамой прогуляться. Правда? Да. Да. Это вам очень подходит. И что здесь замечательно, то что два разных розовых, они тоже в этом году очень актуальны. Это розовый персиковый, коралловый, а это нежно-розовый. Я вас поздравляю, вы прекрасно подобрали себе платьишки.
Итак, в таком наряде вы собрались куда? Школу. Еще один тренд. Не забывайте, что школьная одежда – это не скучная серая одежда. Это одежда в бордовых, ярких тонах для того, чтобы быть уверенней, сильной и энергичной, и чтобы вас заметил учитель и вашу поднятую руку. Как вы поднимаете руки в школе? Так. Вот так. И о тренде поплотнее. Посмотрите, Настя застегнула на молнию. Это бомбер. Это самая крутая фишка весны и лета и осени 2021 года. Успевайте приобрести себе любой бомбер. Вы будете просто на высоте. Самые-самые крутышки. Хоть девочки, хоть мальчики. А у нашей уважаемой Анны есть такой интересный момент. Это называется отрезное по линии талии, чуть ниже талии платьишко. Чем хорошо это платье? Во-первых, это трикотаж, очень комфортный, удобный. И, во-вторых, это опять-таки силуэт юбочки, вот такой вот полу, да, как будто буковка А. Согласна? Вот. И в этом году будет тоже в моде силуэт прям всего платья, мы сегодня уже показывали, и отрезное по линии талии силуэт полуклеш. Это тоже очень модно. Модно и удобно. Самое модное, что вы освоили, это цвет, молния и ткань. Согласны? Ткань. Да. Какая ткань у тебя? Вот это как ткань называется? Трикотаж. Трикотаж. У тебя тоже это трикотаж, да? Вот. Давай еще раз покажем, как у нас молния хорошо расстегивается и какой красивый у тебя наряд получается. И без бомбера, и с бомбером. Вот так. Продемонстрируйте. И совсем не скучно. Бордовый цвет в этом году тоже в моде. Ребят, и сегодня мы узнали то, что весной 2021 года модно носить цвета одежды яркие. Это желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, бордовый и красный. Принты, цветы, горошек и тай-дай. А ткани это трикотаж и джинсовая ткань деним. Дорогие девочки, что же вам понравилось сегодня и запомнилось больше всего вот из того, что я вам рассказывала и показывала? Мне понравились эти розовые оттенки. Вот эта красивая футболка с разными цветами. И вот этот бомбер. Огненный, да? И вот этот огненный бомбер. Классно. Ну, а мне понравилось тоже этот комплект одежды тай-дай. Вот эта футболка тоже с разными цветами, джинсы и вот этот бомбер огненный. Оксана, спасибо большое. Я рада, что тебе понравилось. За эту передачу. И мне очень понравилось, как правильно сочетать цвета и сама одежда от компании Faberlic. Но она комфортная? Ты согласна? Да. Я постаралась в короткий срок, очень короткую передачу вложить все то, что мне нравится самой, когда девочки прекрасно выглядят. Они ухоженные, аккуратные и демонстрируют эту красоту всем своим подругам. Молодцы, девочки. Я рада, что вы создали такую программу. Всем пока-пока!